Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Казахстан является стратегическим партнером Таджикистана. За 2018 год объем товарооборота между Таджикистаном и Казахстаном увеличился на 8,2% и составил $900 миллионов. Вместе с тем имеются большие перспективы по становлению Республики Казахстан главным торговым партнером Республики Таджикистан. Правительства двух государств работают над увеличением объема взаимной торговли до $2 миллиардов в ближайшие 3-4 года. С целью увеличения товарооборота между нашими странами в Душанбе проходит торгово-экономическая миссия казахстанской продукции. Внешнеторговая палата Казахстана в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан при поддержке правительств Таджикистана и Казахстана организовала торгово-экономическую миссию казахстанской продукции в Душанбе. Также состоялось второе заседание делового совета Таджикистан-Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы для дальнейшей активизации участия представителей малого бизнеса и частного предпринимательства на мероприятиях, проводимых на территории Таджикистана и Казахстана. Основной целью этого мероприятия является налаживание прямых контактов, активизация торговых отношений между казахстанскими предпринимателями и потенциальными покупателями. Второе заседание делового совета, которое сегодня состоялось, оно направлено на реализацию, на исполнение тех поручений, которые торгово-промышленные палаты получают от правительства республик, от руководства стран. И действительно есть такая задача довести двухсторонний торговый оборот до $2 миллиардов. Я думаю, что потенциал есть, возможности есть. И мы в рамках данного бизнес-форума как раз таки обсуждали данный вопрос о том, чтобы развивать наше двухстороннее сотрудничество. Были представлены несколько презентаций со стороны казахстанских компаний. С нашей стороны была представлена презентация о тех инвестиционных возможностях, которые сегодня созданы правительством Республики Таджикистан. Наша миссия, наша задача, естественно, помогать, поддерживать бизнес, содействовать их двустороннему сотрудничеству. Казахстанская делегация состояла из более 20 крупных товаропроизводителей в области машиностроения, строительства, телекоммуникаций, медицины, торговли, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Таджикскую сторону представили ряд министерств и ведомств Таджикистана, а также представители частного бизнеса. В рамках мероприятий предприниматели заключили договора о поставках продукции. Меня зовут Айнаш Науанова, я являюсь генеральным директором ТО «Биокату». Мы сегодня составили меморандум компании о Синотехник из Таджикистан. Мы в Казахстане занимаемся переработкой птичьего помета с помощью казахстанских биопрепаратов. Наше ТО производит биопрепараты для переработки отходов сельского хозяйства, а также мы производим биопрепараты для нужд сельского хозяйства. Это на основе полезных микроорганизмов. И мы вот приехали, я впервые в Таджикистане, очень мне понравился Душанбе. И нам бы хотелось, конечно, сотрудничать с сельхозпроизводителями Таджикистана. Меня зовут Эльмира Тимиралиева. Наша компания называется Тургеника Продукт. Мы производим джемы, яблочный сок прямого отжима и мед. И приехали к вам первый раз в страну, чтобы найти партнеров. Мы их нашли, мы давно уже сотрудничаем с одной компанией. И сегодня мы подписали контракт. Так как мы в Таджикистане первый раз, мы немного прошли по рынку, произвели анализы и узнали, что у вас урожай намного больше, чем у нас, так как у вас очень тепло. Поэтому мы могли бы дальше развивать сельское хозяйство, мы могли бы вам поставлять не только свою продукцию, но и также помочь здесь открыть мини-цеха и мини-заводы по переработке сельскохозяйственной продукции, которой у вас очень много, к счастью. Меня зовут Харькова Татьяна Владимировна, я являюсь директором ТО «Палантрейд». Мы производим консервную продукцию в городе Шымкент, в Казахстане. Находимся на юге Казахстана. Мы единственный завод, который производит консервную продукцию халал. Имеем 7 позиций. Это говядина, курица, индейка,
вообще являемся единственным заводом, который в Казахстане производит индейку консервированную. Вот, и 4 вида каш мы выпускаем. На данном этапе у нас есть дистрибьютор в городе Худжанд. Это компания Таджера Сукт. Вот. У нас с ними подписан договор на $1 миллион на поставку нашей продукции. Скоро, в ближайшие, наверное, недели будем уже стоять на полках вашего государства. Отметим, что за 2018 год объем двусторонней торговли Таджикистана и Казахстана составил $900 миллионов. Во время официального визита премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина в Республику Таджикистан 11 июля текущего года премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода отметил, что Казахстан является вторым партнером Таджикистана по товарообороту. Вместе с тем правительства двух государств работают над увеличением объема взаимной торговли до 2 миллиардов в ближайшие 3-4 года. Зумрат Файзиева, Бабуали Тагойзода, Зафар Хайрулозода, телевидение Таджикистан. По сведениям таджикских синоптиков, сегодня в Таджикистане дневная температура воздуха достигла 46 градусов, а такая погода сохранится до 23 июля. В Душанбе температура воздуха составит в среднем 42 градуса. На реках Пянж, Вахш, Заравшан и их притоках ожидается резкое повышение уровня воды и возможен размыв берегов. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан предупреждает также, что из-за жары возможны оползни и камнепады. Жаркая погода оказывает негативное влияние на состояние здоровья населения всех возрастных групп. В жаркий летний период люди чаще обращаются за медицинской помощью, так как при жаре рефлекторно расширяются сосуды кожи, учащается дыхание, пульс, нередко падает кровяное давление. Сама кровь склонна сгущаться, что может привести к инфарктам миокарда. Чтобы лучше перенести жару, медики рекомендуют следующее. Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. Необходимо регулярно принимать жидкость. Утолять жажду предпочтительнее прохладными, но не холодными напитками. Водой, лучше минеральной, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Следует надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей – хлопок, лен, шелк. На открытом солнце надевать солнцезащитные очки, пользоваться солнцезащитными кремами и постараться держаться тени. Людям, принимающим антибиотики, категорически не рекомендуется находиться на солнце, так как некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам кожи. То же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапевтические препараты. Используя эти простейшие меры профилактики, можно легче перенести даже самые знойные дни и избежать ухудшения состояния здоровья. Летом, когда устанавливается жара, все стремятся быть поближе к водоемам, чтобы освежиться. Купание не только доставляет удовольствие, но и служит хорошим средством закаливания организма. Специалисты отмечают, что лучшее время суток для купания с 8 до 10 часов утра и с 17 до 19 часов вечера. Купание в обеденное время может привести к солнечным ударам и ожогам. Не следует также купаться раньше, чем через час-полтора после приема пищи. В Таджикистане много рек, озер, каналов и бассейнов, в которые стремятся нырнуть подростки. Но каждый должен помнить о соблюдении правил поведения на воде. Ведь ежегодно с наступлением летнего сезона увеличивается количество происшествий на водоемах. Особое внимание необходимо уделять купающимся и играющим в воде детям. Немаловажный момент – соблюдение не только правил безопасности, но и общей культуры поведения на воде. Не следует толкаться или прыгать на других купающихся, а также необходимо соблюдать чистоту в водоеме и вокруг него, ведь загрязнения также могут стать причиной травмы или инфекции. Зумрат Файзиева, Алишер Нигматов, Дильшоди Хушвак, телевидение Таджикистан. Ну и последнее о спорте. Таджикская спортсменка Муниса Ойматова выиграла золото на международном турнире по тайквондо Кимунгёнг Cup International Open Taekwondo Championship, который прошел с 14 по 17 июля в Корее. В весе 49 килограммов Муниса Ойматова после 4 побед стала первой. Напомним, что ранее 1-7 июля этого года в Южной Корее прошел другой турнир.
Чанчуэн Корея Open G2, в котором принимали участие более 1000 спортсменов. Муниса Ойматова тогда стала обладательницей серебряной медали. Мухаммад Асан Шумахмадов выиграл золото, Мухаммад Хусейн Шумахмадов – бронзу. Сборная Таджикистана во главе с тренером Чонг Чонфи выиграла бронзовую медаль в упражнении по разбиванию досок кёкпа. Также молодые таджикские тайквандисты приняли участие в международном турнире в Самарканде и выиграли 1 золото и 3 серебра. Это был турнир среди бойцов Центральной Азии. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Мы не прощаемся с вами, мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами и до встречи.